По утверждениям Скотланд-Ярда, двое мужчин с российскими паспортами прилетают из Москвы в лондонский аэропорт Гэтвик. Там они попадают в объективы камер наблюдения. В следующие 2 дня мужчины ездят в город Солсбери, потом вылетают рейсом Аэрофлота в Москву. В парке в Солсбери на скамейке полицейские находят Сергея и Юлию Скрипалей. Они находятся без сознания в неестественных позах с пеной на лице. Полицейский, который их обнаружил, также попадет в больницу. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает в парламенте и заявляет, что бывший российский разведчик и его дочь с высокой долей вероятности, highly likely, были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России. Скотланд-Ярд объявил, что яд был нанесен на ручку входной двери Скрипалей. Юлию Скрипаль выписывают из больницы. Стало известно, что Сергей Скрипаль тоже выписан из больницы, но с тех пор его ни разу не показали прессе. Утром субботы житель городка Эймсбери Чарли Роули вызвал скорую помощь для своей подруги Дон Стёрджес. Она почувствовала себя плохо в ванне. После этого он успел сходить на благотворительную ярмарку. В тот же день скорую вызвали уже и ему. В ночь на среду полиция сообщила, что пострадавшие подверглись воздействию яда «Новичок». Дон Стёрджес скончалась в больнице. Брат Чарли Роули рассказал BBC, что тот перед отравлением подобрал флакон дорогих духов. Потом выяснится, что яд, замаскированный под пробник французских духов, кто-то выбросил на улице в корзину, в которой собирают вещи для малоимущих людей. Из экспертизы организации по запрещению химического оружия следует, что Дон Стёрджес погибла от новичка. В лаборатории Портдаун, она находится возле Солсбери, связали 2 отравления общим ядом. Посольство России в Лондоне обвинило Британию в отказе предоставить доступ к Скрипалям. Британская прокуратура назвала имена россиян, причастных к отравлению: Александра Петрова и Руслана Баширова, усомнившись в их подлинности. Во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Владимир Путин заявил, что российские власти нашли Петрова и Баширова, назвал их обычными бизнесменами, ничего криминального. Телекомпания RT опубликовала на YouTube интервью главного редактора Маргариты Симонян с 2 мужчинами, похожими на фотографии людей, которых разыскивает Скотланд-Ярд. Они заявили, что посещали Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на знаменитый Солсберецкий собор. Издания Insider и Bellingcat называют настоящее имя Руслана Баширова. Им оказался полковник ГРУ, герой России Анатолий Чипига. Журналисты обнародовали имя 2-го подозреваемого. Петровым оказался военный врач, герой России Александр Мишкин, также сотрудник Главного управления Генштаба МО РФ. Группа Bellingcat и российское издание Insider опубликовали имя 3-го участника отравления Скрипалей. Они утверждают, что его могут звать Денис Сергеев, кадровый сотрудник ГРУ. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, но не хотят встречаться с представителями российского посольства. Сын Дон Стёрджес, скончавшийся от отравления новичком, написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем 20-летний Эван Хоуп говорит о справедливости для своей семьи и просит Путина позволить британским спецслужбам допросить 2 подозреваемых в организации отравления в Солсбери.